Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, о чем он молчит, что он от вас скрывает. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте узнаем, о чем молчит и что он скрывает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Маску носит, маску. Чувства он свои скрывает, девочки. Чувства, вот что он скрывает. Маску носит. А знаете, какая маска? Холода, маска безразличия, маска жестокости. Он как будто бы этот кусок льда, как будто бы он айсберг по отношению к вам. А чувства-то горячие в сердце, в душе, его аж переполняет, бедного. Знаете, вот так кулаки сжимает, аж костяшки белые становятся. Вот, скрывает свои чувства, девочки. Любовь свою скрывает, нежность свою скрывает, страсть свою скрывает. Вот что он от вас скрывает, да. Так. Есть у меня предположение. Сейчас хочу еще на картах сразу посмотреть. Просто надо убедиться. Отсыпочка у нас общая, сами понимаете. Точность нужна. Вот маска безразличия. Холодный злой мужик. Холодный злой мужик. Да, чувства свои скрывает. Рыба. Чувства. Прячет и скрывает. Слушайте, с ним что-то не так. Вы меня извините, но по всем знакам вижу, что не так с ним что-то. Что-то у него там в мозгах происходит. Какой-то туман, какое-то образование у него там неестественное. Сейчас проверю. Ну вот она, проверочная карта. Кто понял, тот понял. Ой, девочки, взяли его в плен, закрыли его, счастья лишили. Это приворот. Это приворот. От женщины приворот был на него сделан. Поэтому он так себя и ведет, поэтому чувства свои от вас и скрывает. Приворот. Вот она, змеюка подколодная. Приворожила, все приворожила. И он превратился просто в этот кусок льда. А на самом деле у него солнце, у него лилии, у него рыбы к вам. Понимаете? Вот что делается в этом мире. Ну, теперь все ясно. А я вот смотрю, понять не могу. Чувства просто фонтанируют, переполняют этого мужчину. Он еле-еле бедный держится. Но при этом на нем маска, и он кусок льда. Ну, и в голове у него туман, понимаете? Неестественный, неприродный туман. Но было подозрение, что, может быть, он что-то потребляет из-за этого тумана. Но нет, это приворот. Затуманили мужику мозг. Все, он под приворотом, девочки. Что скрывает? Скрывает, что любит, а скрывает и молчит, потому что приворот ему язык вот так к небу приклеил, он сказать об этом не может. Он не своим сознанием, не своими мыслями живет. Вот что происходит. Страшные вещи. Женщина приворожила, к себе присушить хотела. А вместо присушки, смотрите, какая вот оказия вышла. Он стал злым, причем злым со всеми.
Со всеми женщинами стал злым. Да и не только с женщинами, но с мужиками тоже стал злым. Как будто бы он на всех, знаете, как этот цепной пес, как срывается. Всем дерзит, хамит, огрызается, как неприятности себе ищет. Как будто бы сам себя разрушает, понимаете? Вот что привороты делают с мужиками. Они их просто разрушают, убивают, понимаете, наповал. Вот, страшно, это страшно. Господи, этой бы женщине до руки бы по самые плечи, да, чтобы больше неповадно было. Какая же все-таки гадина. А женщину вы эту знаете. У вас, кстати, у кого-то из вас были подозрения. Через 9 были подозрения. А может быть, вам кто-то сказал, да, как предположение, а вы от этого отмахнулись. И на мужчину обиделись, сказали, да нет, он просто меня никогда не любил, он всегда такой был, он меня не хочет. Да хочет он вас, он любит вас. Просто его присушили, все, мозгов его лишили. А сердце ведь оно другое, оно другим силам подчиняется. Сердце любит, а в голове туман. Вот. И сам кусок льда превратился. Но мужик этот сильный, тот, кого вы загадали, он сильный. Он с этим приворотом справится, но на это время уйдет. На это время уйдет. Если бы ему помочь, все бы случилось гораздо быстрее. А если не помогать, то нужно ждать. Сейчас я еще посмотрю. А вас к нему очень сильно тянет. Вы пытались его забыть, вы пытались о нем не думать, но ничего с собой поделать не можете. Он вам и снится, и прям грезите им. Да. Это все приворот. А потому что вы должны были быть вместе. Еще и кладбищенский. Ну надо же. Вот ума палата. Просто еще кладбищенский приворот сделать. Ну, снять. Можно снять. Можно снять. Можно вернуть его к жизни. Время. Но это потребуется время, девочки. Приворот уйдет. Мужик от приворота очистится. Но последствия будут. Сейчас посмотрим, какие последствия. Болеть чем-то станет. Болеть. Болезнь души, болезнь физическая. Но приворот этот с него уйдет, сойдет. Либо вы постараетесь, либо он сам, как сильная личность, себя эту всю грязь скинет. Но к той женщине он не пойдет. Он ее никогда не будет. Никогда. Никогда. Так, что он еще скрывает, помимо чувств? Скрывает, что тоскует по вам очень сильно. Скрывает, что жизнь ему не в радость. Вот такая жизнь не в радость ему. Скрывает, что у него сейчас агрессия идет, что проблем много. Кстати, у кого-то еще отыграется, что он вас специально избегает, да, потому что сам себя контролировать не может. Мозги затуманены, как я сказала, да, он агрессивный, он на людей кидается. Вот, чтобы не случилось непоправимого, он может от вас скрываться и прятаться. Лишний раз вам на глаза не попадаться, избегать встречи с вами. Но при этом он очень многое знает о вас. Он как будто бы отслеживает все процессы, все события вашей жизни. Либо напрямую за вами сам следит, либо кого-то просит, чтобы за вами следили. Он очень многое знает о вас. И он еще, кстати, очень сильно вас ревнует. Ревнует, причем как ко всему ревнует, понимаете? Ко всему, и к работе даже может ревновать. Не только к людям, но и к конкретным вот действиям. Да? На работе вы что-то делаете, ходите на работу, уже ревнует. Страшные дела творятся. Если честно, я не рассчитывала увидеть в общей вот такую вот картину маслом. Но раз информация идет, вы должны об этом знать. Вы должны об этом знать. Знаете, показывают эту женщину поганую. Она давно на него глаз положила. Давно положила. И так она перед ним, и сяк она перед ним. А он ни в какую. Ну вот он ее, не то чтобы не любил, он ее вообще не замечал. Она для него, просто женщина, да, просто знакомая женщина. Он, кстати, ее как-то даже тоже избегал.
либо старался лишний раз с ней ничего общего не иметь. А она прям под него чуть ли, не знаю, там не стелилась, не падала. И это его тоже раздражало. И когда она увидела его интерес к вам, а может быть даже услышала, он с кем-то, например, о вас говорил, там, восхищался вами, говорил, что он к вам что-то чувствует, ее накрыло, и вот она пошла на этот страшный шаг. Она такая: вот, я тебя приворожу, я тебя присушу, будешь только мой. Либо там не достанешься никому, да, будешь за мной, вот как этот слизняк, раб, ползать, лазить. И вот она на это пошла. Она понимала, что это грех, но вот эта гордыня, вот это чувство собственника, да, мой, ты должен быть только мой, толкнуло ее на эту гадость. А зло, оно ведь не дремлет. Зло, смотрите, сразу две жертвы. Мужик жертва и она жертва, так кто делал. Ну вот, очень выгодно для зла. Вот и все. По идее, в сегодняшнем дне вы должны были с этим мужчиной уже общей жизнью жить, да, любить друг друга, общей жизнью жить. Но из-за этой женщины, из-за этого приворота, видите, он таким стал холодным, злым, отстраненным. Кусок льда. Почему-то кусок льда. Может быть, вы его так называете. Либо у вас такие ощущения, когда вы его видите, либо встречаетесь, что он ведет себя, как вот этот кусок льда. Да, приворот. Это приворот. Так, не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем, но ситуация между вами начнет меняться. Слабо начнет меняться. Вы через тройку долго будете идти в двойку. Но тройка — это дружба, это общение, дружеское общение, приятельское общение. Через тройку идете в двойку. И я так понимаю, что у мужчины будет очень много метаморфоз, мужчина будет очень тяжко избавляться от этого приворота, этой присушки, да, вот прям кусками с него это будет все отпадать, спадать, либо сам себя будет стягивать, отрывать. Это больно. Это и физические мучения, и душевные мучения. Ну, представляете, да, на минуточку, как это все. Это как будто бы в смоле искупался, да, потом попробуй от себя ее отдери. В каких-то моментах даже с кожей будет слазить этот приворот. Но слезет. Вы с ним будете общаться как друзья, дружеское общение. Может быть, редкое дружеское общение, редкие дружеские встречи. Но потом вы все равно в двойку придете. В двойку, когда он от этого приворота избавится, у него мозг просветлеет, туман оттуда уйдет, язык от неба отлипнет, и он начнет говорить о своих чувствах. И знаете еще, что будет вспоминать? Что в самые сложные моменты своей жизни, ну вот когда этот приворот на него действовал, вы ведь с ним всегда были по-доброму, вы рядом были, вы на него не обижались, вы наоборот старались, стремились как-то ему помочь, облегчить его ситуацию. Вот это он помнить будет. И будет за это очень вам благодарен. Да? За то, что когда он был беспомощен, вы не пользовались моментом, а наоборот старались помочь. Девчонки, если вы знаете, как снять с него приворот, либо у вас есть где-то рядом мастер, который может вам помочь, вам за это воздастся, за то, что вы его спасаете. Потому что вижу, что на пути у него сейчас идут несколько узлов, то есть такие серьезные кочки, об которые он очень больно собьет себе ноги. То есть как неприятности даже какие-то попадет. Здесь две больших неприятности. И все это из-за этого приворота. Но он их переживет, но, конечно, тут последствия будут. Если знаете, если можете помочь, помогайте. Если вы не хотите с этим связываться, либо не до конца уверены, нужен ли вам этот мужчина, тогда ваше дело сторона, просто подождите. Через долгую тройку дорога в двойку идет. Да? Через долгую дружбу, дружеские отношения, дорога у вас в пару приводит вас. Надо будет подождать. Тут его и волком показывают, одиночкой, как людей, да, людей сторонится человеческого общества. У кого-то еще отыграется, что он прям во все тяжкие кидается, в плане там алкоголя, например, обжорство, алкоголь.
какие-то вот агрессивные выпады в сторону других людей, агрессивит прям очень сильно. Но это приворот с ним такое делает. Мужчина был медведем, его превратили в такого тощего волка, голодного, агрессивного. Да, волк, который бешенством болеет, очень похоже. Девчонки, главное, чтобы вы на него не обижались и близко к сердцу не принимали. Он сейчас в маске. Вот эта маска безразличия, холода, равнодушия. Это маска. На самом деле он вас очень сильно любит. Его сердце вам отдано, его душа к вам привязана. Но этот приворот с ним такие страшные вещи творит. Вот это вы должны для себя понимать. Не обижайтесь на него, смотрите на него как на больного. Он и правда сейчас болеет. Ведь вот эти все привороты, магия, это же проявляется как болезнь, вот во всех смыслах слова. Болезнь души, болезнь тела. Значит, мои хорошие, ждем, да, ждем, либо помогаем ему. Но не лезьте на рожон, иначе он может вас обидеть. Не желая этого, может вас обидеть. Он вас избегает, ну хорошо, пусть избегает. Вылечится, сойдет с него этот приворот, он прежним станет. И тогда у вас вот, пожалуйста, двойка начнется, пара будет. Еще все впереди, девчонки. А сейчас пока не трогайте его. Пусть он лечится, пусть снимает с себя эту гадость. А вот этой женщине, ей все вернется. Сторится и вернется. Еще не раз пожалеет, что такой тупой, извините за слово, совершила поступок. Все ей и вернется, и аукнется. И еще не раз. Он, кстати, на нее прям особо злой. Особо злой. Не понимает, за что он на нее злится, но он прям ее уж ненавидит. Готов ее в клочья порвать. Ну вот, сама себе сделала. Так, мои хорошие, вам терпения, вам выдержки. Ну и, видите, столкнулись вы с такой гадостью. Ну ничего, все это пройдет, все это вы переживете. Здесь, смотрите, девятка, птица, голубь, исцеление, нога, двойка. Все нормально будет, все хорошо будет. Мужчина этот исцелится, либо вы ему поможете. Через долгую тройку в двойку придете. Так, мои милые, терпение. Пусть вас небеса закрывают, от таких дурных людей спасают, как эта женщина. Вот. И пусть этот мужчина поскорее придет в себя. Пусть Всевышний ему поможет избавиться от этого приворота. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.